В этом году мэрия Казани вновь запретила траурный митинг, посвященный Дню памяти защитников Казани, павших в 1552 году. Чиновники заявили, что причиной для отказа стала, я цитирую, «неполная и неясная информация о целях акции». Так давайте же разберемся, что это за акция и почему этот день важен для татарского народа. День памяти или Хатыр-Кыне отмечается с 1989 года. Он посвящен событиям октября 1552 года, когда Казань, столицу одноименного ханства, захватили войска Ивана Грозного. Татарские ученые рассматривают падение Казани как трагическое событие, которое положило конец независимому Казанскому ханству, что впоследствии оказало значительное влияние на развитие татарского народа. Историки подчеркивают, что ханство было мощным и культурно развитым государством, которое играло важную роль в регионе. Завоевание Казани московским государством воспринимается не только как военный триумф Ивана Грозного, но и как начало жестокой колонизации, которая сопровождалась разрушением татарских городов, убийством множества жителей и насильственной христианизацией не только татар, но и других народов, которые проживали на территории ханства. Такой версии, в частности, придерживался доктор исторических наук Равиль Фахрудинов, специалист в области археологии Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, а также средневековой и этнополитической истории татар. Вслед за Казанским пали и другие ханства – Астраханское и Сибирское. Существует и другой взгляд на эти события. Так, казанский историк и археолог Искандер Измайлов из Института истории Марджани видит события 1552 года в контексте, я цитирую, «становления московского государства в огромную империю, раскинувшуюся на 2 континента». Впервые День памяти отметили в 1989 году, в эпоху перестройки, когда в Советском Союзе активизировались процессы национального возрождения. В Татарстане появилась возможность более открыто обсуждать и осмысливать исторические события, которые ранее могли интерпретироваться исключительно в духе официальной идеологии. Падение Казани, которое ранее часто изображали как часть якобы ненасильственного расширения русского государства, с 1989 года стали воспринимать как трагедию для татарского народа. На протяжении нескольких следующих лет горожане, в основном представители интеллигенции, молодежь и национальные активисты, проходили по улицам Казани, держа в руках национальные татарские символы и транспаранты. Это шествие стало важным символическим актом выражения национальной идентичности и солидарности. С приходом к власти Владимира Путина шествие запретили, разрешив проводить только митинг, который сначала проходил на площади Свободы, затем на площади перед театром Камала, а последние годы на окраине центра города. Это было связано с тем, что власти России начали проводить политику централизации и усиливать контроль над регионами, что также отразилось на национальных движениях в республиках. В официальной риторике Татарстана акценты постепенно сместились с памяти о трагедии и борьбе на более нейтральные темы. Захват Казани стали освещать в контексте общей истории России, где события 1552 года представлялись как часть процесса объединения русского и татарского народов. Однако представители татарской общественности продолжали выходить на акции, несмотря на запреты. В 2021 году, буквально за несколько месяцев до начала полномасштабной войны с Украиной, депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайтулла на сессии парламента предложил рассмотреть вопрос о включении Дня памяти в календарь памятных дат. Куликова сугышынан hiç de ким түгел һәм әле минем уенча хәтта артыграк та аның әһәмияте. Казан алынганнан соң илнең үсеш юлы бөтенләй бүтән юнәлештә китә һәм без әле дә шул юнәлештә хәрәкәт итәбез. Однако сразу после этого предложения заседание закрыли, так и не обсудив этот вопрос. 24-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан 6-го созыва объявляю закрытым. В январе 2021 года прокуратура Татарстана потребовала признать экстремистским Всетатарский общественный центр, сокращенно ВТОЦ. Это наиболее известное общественно-политическое объединение татарского национального движения, которое было основано в 1988 году.
В начале 90-х организация требовала предоставления Татарстану полноценного суверенитета. В последние же годы ВТОЦ выступал в поддержку особого статуса республики, а также в защиту татарского языка как государственного в Татарстане. Прокуратура тогда, в 2021 году, обнаружила якобы признаки экстремизма в выступлениях татарских активистов на митинге в память о жертвах взятия Казани. Мы не имеем права говорить даже о создании своего государства. Почему не имеем права? Без государства мы не можем ни себя сохранить, ни язык сохранить. Тогда в надзорном ведомстве заявили, что доказательством экстремистской деятельности ВТОЦ является и устав организации. Эксперты усмотрели в этом документе, что деятельность центра якобы направлена на пропаганду действий по выходу Татарстана из состава России. В том же 2021 году в Казани прошла последняя официальная публичная акция, приуроченная ко Дню памяти. В последние годы организаторов и участников траурных митингов преследовали российские силовики. В июне 2022 года Верховный суд Татарстана признал ВТОЦ экстремистской организацией и ликвидировал ее. Посвященные ХТРКН мероприятия татарские активисты теперь проводят в Турции. Так, 30 октября 2022 года именно там прошла акция Союза татарской молодежи «Азатлык». Лидер организации Наиль Набиуллин рассказывал, что мероприятие посетили около 100 человек, не только татары, но и представители других национальностей. Пришедшие почтили память защитников Казани и обсудили актуальные вопросы татарского народа, среди которых гонение на татарский язык в школах, отсутствие национального образования и ликвидация института президента. В этом году активисты также проводят акции за рубежом. В 2023 году представители национального движения собирались у башни Сюмбике в Казани в День памяти защитников города. Даже спустя 471 год мы приходим сюда и молимся на своем языке возле минарета Сюмбика. Если мы можем говорить на своем родном языке, значит наша нация жива. Пусть Всевышний примет наши молитвы, сказала татарская писательница, основатель татарской партии национальной независимости Итифак Фаузия Байрамова. Однако это была лишь молитва, никакой публичной акции. В Казани согласованной акции не будет и в этом году, как и не будет официальных выступлений властей Татарстана в этот день.